эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Эксперты ожидают, что рост валового внутреннего продукта России в 2019 году превысит прогнозы Минэкономразвития. Рост ВВП может составить 1,7–2%. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы совместно с Институтом Гайдара. Напомним, Минэкономразвития прогнозировал рост ВВП на 1,3%. По предварительным данным Росстата, ВВП страны в 2018 году вырос на 2,3%. Это наиболее быстрый темп роста с 2012 года. Крупнейшие банки вновь повышают ставки рублевых вкладов. Рост возобновился после незначительного спада в начале февраля, вызванного завершением сроков приема новогодних вкладов. Только за последние 2 недели 6 из 10 крупнейших банков по размеру портфеля депозитов населения тем или иным образом увеличили доходность вкладов в рублях. Действия банков из топ-10 по размеру портфеля депозитов населения привели к тому, что за вторую декаду февраля средняя максимальная ставка вкладов вновь выросла до 7,544%. В 2018 году Дальневосточным главным управлением Банка России на финансовом рынке выявлено 134 субъекта безлицензионной деятельности, из которых 118 предположительно осуществляли деятельность черных кредиторов. На территории Якутии было выявлено 35 таких организаций. Это треть нелегалов по всему Дальнему Востоку. Как отмечают нацбанки по Якутии, черные кредиторы чаще всего маскируются под микрофинансовые организации. В некоторых случаях они могут выступать под вывеской общества с ограниченной ответственностью, индивидуального предпринимателя и потребительских кооперативов. И главная опасность в том, что, не являясь полноправными и ответственными игроками финансового рынка, они не утруждают себя соблюдением правил. В первую очередь это касается условий займа. Компания «Вертолеты России» планирует создать арктическую версию крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26. Напомним, в начале февраля в аэропорту Мирного прошли сертификационные испытания вертолета Ми-38-2 в условиях экстремальных отрицательных температур. Было выполнено 49 полетов, из них 19 на территории Накынского месторождения Алроса. Была испытана работоспособность систем и агрегатов интегрированного бортового комплекса и аварийно-спасательного оборудования после вымораживания вертолета. Успешно осуществлено 18 наземных опробований силовой установки. Планируется развитие арктического направления. Есть на базе Ми-8 арктический вариант. Уже были поставки. Мы планируем и Ми-38 арктический вариант, и Ми-26. Не так давно мы завершили испытание холодом Ми-38 в Якутии. Температура опускалась до минус 50 градусов, сказал генеральный директор компании «Вертолеты России» Андрей Багинский на авиакосмическом салоне «Аэро-Индия-2019». Минпромторг сократит поддержку автомобильного рынка почти втрое. На программу стимулирования спроса в 2019 году будет потрачено 10 миллиардов 400 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на это было потрачено 30 миллиардов 4 миллиона рублей. Больше всего субсидий в 2019 году предполагается направить на льготный автолизинг – 4 миллиарда 900 миллионов рублей. На льготное автокредитование в этом году планируется потратить 3 миллиарда рублей. Виза может запустить оплату по QR-коду в России. Эту технологию планирует использовать Центробанк в системе быстрых платежей. Цель проекта – удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца. Торговцу нужно будет повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты. Для оплаты товаров или услуг покупатель с помощью приложения сканирует код, указывает сумму платежа и подтверждает перевод. Аналитическое агентство «Турстат» назвало лучшие страны СНГ для экскурсионного отдыха. Всего экскурсионный туризм в странах СНГ составляет более 3 миллионов экскурсионных поездок и туров в год. В среднем стоимость тура составляет от 500 до 1000 долларов. Первое место в рейтинге лучших стран СНГ по результатам опроса и исследования рынка экскурсионных туров заняла Белоруссия. На втором месте расположился Казахстан, на третьем – Азербайджан. Замкнули пятерку Узбекистан и Армения. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.